Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр без интернета, как ты и просил. Также сегодня будет проходить конкурс на 1000 рублей, а правила будут где-то в видео, так что смотри его до конца. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. Ставь лайк, если уже на каникулах, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а пока, я вижу, интернет у тебя есть, поэтому перед началом ролика У моего друга есть для тебя новости. недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. В этой игре главный герой является управляющим многоквартирного дома. Его работа заключается в том, чтобы люди заселялись в квартиры. Ну, конечно же, это лишь прикрытие основной цели. Как будто бы наша героическая способность заключается в том, чтобы стать настоящими супершпионами. Мы наблюдаем, подслушиваем и даже прячем маленьких жучков в поисках грязи на жильцов. Где-то в этом доме, кажется, есть скелеты в шкафу. С этим-то мы и будем разбираться. И в этой игре есть один уникальный момент. Это моральный дилеммы. Нам придется решать, следовать ли закону государства и докладывать о преступниках, или же все-таки нет. И вот в чем загвоздка. Нужно ли нам становиться на ту или иную сторону? Что если мы выберем неправильно? Ведь один неправильный шаг вызовет настоящий хаос в сюжете игры. И, пожалуй, именно поэтому игрушка выглядит довольно интересно. Прикольный симулятор таксиста, если его так можно назвать, с атмосферой 90-х-нулевых, в которой у нас будет возможность покататься на самых разных машинах советского и российского автопрома, от легковых до мощных грузовиков. А за баранкой мы как раз таки будем зарабатывать, чтобы прокачать свое авто, ну или купить новое. Большой открытый мир и множество населенных пунктов, междугородней трассы и так далее. Разгуляться тут есть где. Кстати, тут и погода динамичная. Мне понравилось, поэтому советую поиграть. Лайт, передай мне привет. Без проблем. Дэмс, привет тебе. Под покровом ночи в забытом уголке этого небольшого городка разворачивается история, смешанная с тайнами и кошмарами. Вы наряду с героями нашей истории оказываетесь в ловушке страха. В глухом уголке маленького городка дети начали исчезать один за другим, словно вихрь поглощал их следы. Головоломки будут раскиданы перед нами, но не от этого парня. Вам предстоит разгадать мистическое послание, чтобы приблизиться к правде. На игровом пути вас будут подстерегать ловушки и опасности, и лишь ваши инстинкты смогут вас спасти. Остерегайтесь каждого шороха и тени, ибо опасность таится во мраке, а холод воздуха проникает сквозь кожу, словно дыхание самого ужаса. Готовьтесь к тому, что вам придется бежать, защищаться и бороться за свою жизнь. Но в целом довольно прикольная игрушка, поэтому советую поиграть. Представьте себе, что ученые случайно открыли загадочный портал в параллельные измерения. Но вот беда, там обитают не милые пушистые создания, а жуткие демоны. И вот началась настоящая жесть. Демоны вырвались из этого портала и начали месить человечество. Оно было на грани полного уничтожения. Но держитесь, потому что в этой истории появляется наш главный герой, и у него в арсенале есть все, чтобы спасти мир. Но не переживайте за него, ведь у нашего героя, то бишь у нас, есть крутое оружие, с которым мы разносим врагов. А еще в одной из лабораторий мы найдем питомца-чертенка, который становится нашим верным спутником в битвах. А вот, кстати, он довольно милый.
Среди ночи, в глухой темной камере, наш главный герой планирует совершить побег. Итак, путь к свободе лежит перед нами, и в этой опасной игре вы сами будете делать выбор, и никто не подскажет вам, что делать. Хотите ли вы поднять бунт? Пожалуйста. Или, может быть, вы предпочитаете выкопать туннель глубоко под землей, исчезнув таким образом за стенами? Или же вдруг придумаете хитроумный план обмана, украв одежду охранника и смешавшись с толпой, как призрак. И, кстати, охранники тут постоянно следят за нарушениями порядка. Конечно же, они постараются перекрыть всеми силами любую вашу задумку, поэтому постарайтесь не вызывать у них подозрений и всегда находитесь на своем месте во время переклички, а любые созданные предметы лучше прятать куда подальше, дабы не привлекать внимание. А скачать ее бесплатно можно будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Это новая часть серии игр Kingdom, в которой вы уже окажетесь в 80-х, а главный герой игры, за которого вам предстоит играть, это молодой вожатый, готовый защищать свою семью и город от некой сущности, то есть чудовищ, которых порождают порталы, как, собственно, в основной игре. А сами чудовища хотят забрать нашу семейную реликвию. Вопрос, зачем она им, это нам и предстоит узнать. Помощь в победе над врагами нам окажут соседские дети. У каждого из них есть свои уникальные способности. У вас также будет свое накопление денег, которые следует тратить на укрепление стен и оборонительные турели. Ведь если настанет ночь, то орды монстров нагрянут к вам. Сама же игра предлагает фирменный пиксельный стиль, который прекрасно нам знаком. Но к тому же тут совершенно новый и увлекательный сюжет. Мне понравилось, поэтому советую поиграть. Спустя апокалипсис вы оказались один на один с разрушенным миром, где надежда ваш лучший союзник. Вам придется выживать в мрачных ядерных пустошах. Вас ждут ужасы, дикость и опасность, спрятанные в каждом уголке этой земли. Заброшенные города и деревни скрывают страшные секреты. Вас подстерегают мутанты, мародеры и дикие животные, и вы должны быть настороже, чтобы не стать следующей жертвой. А в этом мире нет ничего ценнее, чем выживание. А для этого вам придется использовать ваше мастерство в создании снаряжения. Здесь можно будет найти и сделать оружие от бензопилы до лазерной винтовки и базуки. А каждый предмет может стать спасением или проклятием. Вам придется принимать решения быстро и умно, иначе вы столкнетесь с ужасами, которые затаились в этой ядерной пустоши. Это легендарная игра с открытым миром, в котором вы будете сражаться за контроль над землями. Игра отличается довольно интересными возможностями и почти полным отсутствием сюжетных элементов. Приготовьтесь к битвам на средневековом континенте. Захватывайте замки, управляйте государством, а можете поднять бунт, собрать свое войско и свергнуть правителя с трона. Действие происходит на разных полях сражения. Вы будете отдавать приказы сотням солдат и сами прыгать в бой с огромным разнообразием оружия и доспехов. Хотя игра вышла уже довольно давно, выглядит и играется очень интересно. А скачать ее можно будет у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет все там же, правильно, в описании. Конкурс на 1000 рублей. Все довольно просто. Тебе нужно подписаться на мой телеграм-канал, поставить лайк под видео и написать любой комментарий. А итоги будут в следующих роликах, поэтому не пропусти. Это выживалка, которая переместит нас в зимний лес, где предстоит выживать в суровых зимних условиях, голода, холода и других опасностей. Она мне очень напоминает ту же The Lone Dark. Возможно ли выжить в одиночку в холодном зимнем лесу? Встретьтесь с опасностями дикого заснеженного мира один на один и сделайте все возможное, чтобы остаться в живых. Начните со сбора ресурсов, собирайте камни, ветки, дерево, чтобы построить укрытие. Разводите костер и не забывайте подбрасывать туда дрова, чтобы оставаться в тепле. Собранные ресурсы можно будет использовать для крафта новых предметов, которые пригодятся для выживания. Также некоторые полезные предметы можно просто отыскать в лесу, а создав оружие, вы сможете отправиться на охоту. Помимо прочего, нужно будет изготавливать даже теплую одежду, улучшать свое укрытие, следить за уровнем каждой потребности и исследовать новые земли. К особенностям игры можно отнести открытый мир для исследования, система крафта и смена погоды, которая будет очень сильно влиять на нас. Это легендарная игра про нашего дружелюбного соседа. Давай представим себе, что вы настоящий Человек-паук, герой Нью-Йорка.
готовые спасать город от бандитов и злодеев. Но как же вы стали таким супергероем? Все началось с таинственного и случайного укуса обычного паука. Мало кто знает, но этот укус изменил вашу жизнь навсегда, превратив нас в паука, бесстрашного парня, гуляющего по небоскребам Нью-Йорка. Итак, нам предстоит пройти через 19 захватывающих эпизодов. В каждом из них ожидаются разные преступники и злодеи, с которыми вам придется использовать все свои суперспособности и навыки. Готовы ли вы принять вызов и спасти Нью-Йорк? Как ты, наверное, уже понял, это игра с PSP. Скачать ее, эмулятор и инструкция, как поиграть, будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет в описании. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это у нас оригинальный Hitman, который обещается выйти во втором квартале 24-го. Выглядит прям очень достойно, поэтому ждем. Но меня звали, как всегда, Light. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!